Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. И предлагаю вам Таро прогноз на 2020 год на любовь и отношения для овнов. Посмотрим, о каком партнере вы мечтаете в 2020 году, каким, на ваш взгляд, должен быть ваш нынешний партнер, если вы в паре, или каким должен быть новый партнер, которого вы можете встретить в этом году. Итак, о каком партнере вы мечтаете? Здесь выпадает восьмерка пентаклей, и карта говорит о том, что вы мечтаете о человеке состоявшемся, который уже нашел свой путь, открыл свои таланты, способности, человек, который уже умеет зарабатывать, человек, который пользуется успехом, которого многие знают, да, он привлекает к себе внимание, у него постоянный доход есть. И здесь также карта говорит о том, что, скорее всего, у него нет никаких долгов, да, человек, который способен позаботиться в материальном плане как о себе, так и о вас, человек, у которого, возможно, есть уже жилплощадь, допустим, да, все хорошо у него с недвижимостью, он готов двигаться дальше, расти и так далее. То есть человек, который уже в жизни добился чего-то, возможно, у него есть какие-то планы далеко идущие, и, может быть, он обладает каким-то хорошим статусом в социальном слое, да, и, кроме того, может быть, это человек либо в политике, либо занимается законодательством, что-то может быть еще такое. Ну и кроме того, его все замечают, может быть, у него свое дело какое-то, может быть, не очень такое большое, но довольно-таки хороший доход приносит. Вот о таком человеке вы мечтаете. Давайте посмотрим, какой человек вам реально может встретиться в этом году. Каким он будет на самом деле. Выпадает пятерка мечей. И эта карта говорит о том, что вот здесь ваши ожидания не оправдываются. Да? Человек здесь будет, скорее всего, в поиске. Человек, который будет только искать себя, открывать свои возможности, стараться найти свой путь в жизни. И, конечно же, ему будет сложно, ему будет трудно, и, скорее всего, будут и разочарования, и вам придется, если хотите, чтобы он с вами рядом был, вам придется делить все вот эти сложности его с ним. Поддерживать его, когда нужно, понимать. Здесь также может быть много поездок каких-то по делам, по работе. Это тоже может вызывать конфликты, да, то есть не всегда это будет вам нравиться. Возможно, он один будет ездить без вас. Либо здесь может быть обучение, что тоже может вызывать какие-то конфликты в отношениях, потому что на это всегда нужно время, нужно для этого расстаться, да, если, допустим, человек куда-то уезжает, либо нужно деньги платить, даже если обучение онлайн. То есть в любом случае здесь некоторые проблемы будут. И когда человек находится в переменах, это всегда трудно, это кризисная карта. И, конечно же, рядом с таким человеком трудно находиться. Может быть, будут решаться вопросы, связанные с документами, с транспортом. То есть, довольно-таки много хлопот обещает именно общение с этим человеком в новом году. И, может быть, будет беспокоить то, что ваши ожидания не сходятся с тем, что есть на самом деле. Кроме того, человек должен будет общаться с большим количеством людей, то есть у него, скорее всего, будет такой широкий, близкий круг. Это тоже может вас как-то задевать. Но в общем, если говорить о плюсах, то это человек очень легкий, человек, который не держит каких-то обид, да, человек, который стремится все-таки к развитию, у него есть возможности для того, чтобы утвердиться в социуме, найти себя и так далее. То есть хорошо, что он ищет, не сдается, да, и для того, чтобы получить то желаемое, скорее всего, он из него и получится действительно такой партнер, о котором вы мечтаете, но это со временем будет, не сразу. Давайте посмотрим, где вы можете встретить нового партнера для тех, кто еще без пары. Выпадает карта шестерка жезлов. Жезлы всегда говорят о том, что есть какой-то выбор,
да, нужно будет обязательно делать выбор, а может быть, вы будете, допустим, менять работу, да, либо вот закончите какой-то проект, будет какое-то торжество, и вот там вы можете встретить человека, который вам подходит, либо вы будете вместе работать, сотрудничать, и таким вот образом можете познакомиться. В общем, это карта, которая говорит о том, что вы можете как-то очень быстро обратить на себя внимание человека, он вас заметит, да, и ваши отношения очень быстро могут развиваться, и даже вы можете начать вместе жить уже в этом году, вот по этой карте, по шестерке жезлов. Ну и кроме того, карта говорит о том, что нужно выходить из привычного круга, нужно посещать такие места, где вы можете что-то новое узнать, либо путешествовать нужно. В общем, там, где движение, там вот и есть возможность встретить этого человека. Давайте посмотрим, как вы будете себя проявлять в отношениях в 2020 году. Вы сами. Посмотрим. Выпадает карта восьмерка жезлов. Вот здесь вы будете проявлять себя как человек, который уже обладает достаточным опытом в общении. Вы будете так себя вести, что вашему партнеру будет рядом с вами комфортно. Вы будете ему и поддержкой, и опорой. Вы будете стараться сделать так, чтобы все ваши отношения удачно развивались, да, чтобы ваш партнер себя чувствовал комфортно. Вообще восьмерка жезлов – это карта удачи, это карта, когда события очень быстро меняются. То есть вы можете очень быстро приспосабливаться, вы можете вместе со своим партнером путешествовать, да, или учиться. В общем, вы можете сделать так, чтобы вам обоим было счастливо в отношениях в этом году. Ну и вообще жезлы – это масть, которая говорит о том, что в вашей жизни много огня, в вашей жизни много движения, вы хотите расти, вы хотите обучаться, вы хотите улучшать свою жизнь, вы хотите занять какое-то новое прочное положение в жизни, в обществе, в сердце своего человека. Ну и также вы готовы общаться с новыми людьми, да, поддерживать связи с теми, которые уже есть. Вы готовы что-то менять в работе, в бизнесе, в ваших отношениях. То есть вы человек таких широких взглядов, вы человек живого ума, благородный, с достоинством, справедливый. Вы всегда приветствуете новые идеи, какие-то изобретения, да, и вы опора для своего человека, который рядом с вами. То есть очень хорошо и твердо можете стоять на ногах. Вы точно так же ищете свое место в социуме, любите свою работу, скорее всего, либо стремитесь такую найти, которой будете очень преданно служить. Да? В общем, здесь очень хорошие такие результаты счастливые могут быть у вас в отношениях просто потому, что вы правильно выстраиваете отношения. Вы способны к тому, чтобы отношения ваши были счастливыми, удачными. Давайте теперь посмотрим, почему некоторые мечты, связанные с любовью, вот в этом году могут не осуществляться. И выпадает карта Королева Пентаклей. Но здесь могут быть очень высокие запросы просто. Вы, допустим, хотите стабильности сразу, а до нее нужно еще дойти, да, нужно очень много вложить сил, нужно настроиться на длительные перемены, да, на поддержку своего близкого человека, когда он будет в каких-то сложных ситуациях находиться, когда будет искать себя. То есть вам трудно будет получить то, что вы хотите, потому что, может быть, вы слишком уверены в том, что вот все должно быть только так и больше никак. Что вы уверены, что нужно всем следовать определенным правилам, да, для того, чтобы был успех, для того, чтобы все было в отношениях хорошо, правильно и счастливо, для того, чтобы были деньги. Вот. Но жизнь говорит об обратном. Жизнь говорит о том, что может происходить все очень как-то быстро меняться могут события, да, могут происходить какие-то неожиданности, которых вы совершенно не ждали, и на все на это нужно реагировать. И причем нужно еще учитывать, что рядом с вами другой человек, который совершенно на вас не похож, у него могут быть свои какие-то взгляды твердые, прочные, свои правила, принципы и так далее, да. И вот из-за этого могут не сбываться какие-то ваши мечты в отношениях, потому что вы слишком как-то жестко зафиксированы, как-то
ну, действуете, да, может быть, вы не проявляете вот как раз той гибкости, которая нужна для того, чтобы в отношениях можно было избежать каких-то острых углов, да. Здесь, конечно, вы умеете строить отношения, но, может быть, вы просто внутри себя переживаете тогда. То есть в любом случае, когда наши ожидания не совпадают с реальностью, нам сложно, да, и вот эти переживания, они могут быть внутри. То есть даже внешне, если вы этого не показываете, вы можете внутри вот так вот переживать из-за того, что слишком жестко какие-то правила установили для себя, для своего партнера. Если вот здесь освободить себя, то можно гораздо легче прожить этот год, гораздо приятнее и радостнее, да, то есть именно для себя. То есть с партнером вы и так наладите отношения, а вот чтобы внутри себя установить такой покой, порядок и радость, да, нужно как бы допустить, что у вашего партнера могут быть свои какие-то ожидания, желания, свои пути и так далее. То есть нужно ему как бы разрешить это делать, да, не привязываться к какому-то определенному правилу, результату и так далее. Давайте посмотрим совет карт для отношений в 2020 году. Что вам советуют карты для отношений? Карты советуют быть, во-первых, мудрым человеком, советуют понимать, что когда человек рядом с нами совершенно другой, нам нужно учиться эту двойственность учитывать. Нужно находить золотую середину. Допустим, вы совершенно разные, да, у вас разные интересы, а нужно находить что-то общее, что устраивает обоих. Это раз. Во-вторых, карта говорит о том, что желательно посвятить этот год обучению. Обучению не только профессиональному, а обучению, которое связано с познанием законов жизни. Вам будет легче понимать своего партнера, строить свою жизнь. Кроме того, карта связана с обучением, скорее всего, в отношениях. То есть это карта 4-го дома. Карта, которая касается вот построения отношений длительных, на долгое время. И вот здесь вот карта говорит о том, что нужно учиться этому в этом году. Кроме того, карта говорит еще и о том, что нужно посвятить время себе. Может быть, нужно пойти на курсы ораторского мастерства или, допустим, научиться петь или работать с текстами, да, писать какие-то тексты. Это тоже может быть очень удачно для вас в этом году. В общем, если заняться собой и всем тем, что связано с творчеством, с голосом, да, самовыражением, вот здесь вы можете очень счастливо прожить этот год сами и построить прекрасные отношения с партнером. То есть вы как бы будете такой баланс соблюдать в отношениях, у вас будет много времени уходить на себя, и вы будете как-то давать больше свободы своему партнеру, и это может сохранить ваши отношения, улучшить их, сделать их более как-то легкими, понятными и так далее. Кроме того, эта карта научится приспосабливаться к партнеру, не нарушая свои какие-то принципы, законы и прочее. Да? То есть оставаться собой и давать другому человеку быть собой. То есть не менять его никаким образом, а принимать, просто научиться благодаря вот тому, что вы можете изучить в этом году. Друзья, желаю вам прекрасного года, желаю, чтобы все только самое лучшее у вас сбылось. Прекрасных отношений, любви, счастья и всего того, чего вы себе желаете. Всего вам доброго, до новых встреч!